Информационный портал ЕСЕА объявляет традиционную ежегодную благотворительную акцию для детей из многодетных семей. На этот раз мы подготовим нашу героиню Айту Аргунову к прекрасному летнему празднику солнцестояния Эсеху Туймады. В роли героини Айталину мы выбрали не случайно. Это прекрасная юная девочка, словно еще не распустившийся цветок, который за потертыми джинсами и свитерами прячет свою красоту. Айта еще ни разу в жизни не была на Эсехе, тем более на таком крупном, как Эсех Туймады, и никогда еще не примеряла на себе такое традиционное якутское платье, как халадай. Но мы это исправим, и из Айты Аргуновой наша героиня превратится в настоящую Айталину Ко. Первым делом мы, конечно, познакомим вас с нашей героиней. Айталине 15 лет, и она учится в школе номер 7. В этом году она окончила 8 класс. Я родилась 9 января 2000 году в районе Уславдан, село Титары. У меня большая семья. Это мама, она, Татьяна Николаевна, любит заниматься растениями и сидит по уходу с ребенком. Есть отец, он работает автобусником, увлекается бильярдом. У тебя есть братья и сестры? Да, старший брат, ему сейчас 16, Айсул, и он любит играть в шахматы. Есть младший Арсен, он занимается футболом. Сейчас ему 14. И есть еще чуть младше, ему сейчас 7 лет. Ну, в садик как бы ходит сейчас, в этом году в школу пойдет. И сколько у вас всего в семье? 5. И самый младший, Алеша зовут. Ну, ему 3, он сейчас в садик ходит. Так ты, получается, единственная девочка в семье, да? Да. А иметь большую семью хорошо? Ну да, мне нравится. А вот какой плюс ты в этом видишь? Ты одна единственная девочка, и у тебя 4 братьев. Толпа такая. Ну, то, что у меня есть старший брат, может защитить меня. Я его уважаю, как бы сказать. И еще я люблю, когда много людей дома. Сейчас я учусь в школе в 8 классе. Ну, 8 класс закончила, в 9 перешла. Сдала экзамен отлично. И мой любимый предмет – это алгебра и физкультура. Алгебру люблю, потому что я люблю решать сложные задачки, ну и уравнения. А физкультуру, потому что я обожаю спорт. Итак, мы приступаем к нашему преображению. Из угловатой девочки, которая не вылезает из джинс и свитеров, мы превратим ее в якутскую красавицу. Для этого нам необходимо первым делом обратиться в косметологическую клинику «Лето». Здравствуйте, меня зовут Бабаева Екатерина, я косметолог. Сегодня к нам пришла Айталина. Мы будем проводить косметологическую процедуру под названием чистка лица механическая. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Пожалуйста, одевайте шапочку. Айталина, какие вас вопросы беспокоят по поводу вашей кожи? Ну, то, что у меня местами сухая кожа и есть несколько прыщиков. Как-то убрать их. Хорошо. Следующим этапом нашего преображения станет не поход по магазинам в поисках платья, а поход в гости к мастеру-дизайнеру, дипломанту недели моды в Якутске Юлии Ивановой. Здравствуйте, Здравствуйте. Юлия. Расскажите, пожалуйста, о ваших работах. Как давно вы занимаетесь? Я занимаюсь пошивом уже 6-й год, 6 лет. И в основном я шью вечерние платья, платья для выпускниц, для подружек невесты, свадебные платья тоже шью. И
Вот в этом году подготовила в преддверии праздника ИСЭХ якутские платья халадай. Юлия, скажите, пожалуйста, вот насколько сейчас популярно для девушек одевать якутские платья халадай на ИСЭХ? Очень даже популярно, я считаю. С каждым годом у горожан повышается интерес к национальной одежде, и с каждым годом люди стараются выглядеть по-национальному. Да, по-якутски. И сейчас же вот очень много обращают внимание на то, чтобы платья были соответствующие. Да? Если раньше можно было пойти в джинсах и футболке, то сейчас обязательно вот в преддверии ИСЭХа все ищут халадай, все ищут якутские украшения. Да. Угу. А скажите, пожалуйста, вот для нашей Айты какое платье подготовили? Для нашей Айты, я думаю, ей подошло бы бирюзовое, так как он очень модный, называется мятный, молодежный цвет. Давайте примерим это прекрасное Давайте. платье. Какой же якутский наряд и без традиционных украшений? Для нашей юной героини мы подготовили сюрприз и пригласили в гости мастер-хендмейдера Аю Алексееву. Я занимаюсь такими украшениями уже более 3 лет. Ну, я вообще по профессии учитель, и как бы в свободное время я увлекаюсь таким творчеством. Я собираю, наверное, за день 1 комплект. Молодые девушки в основном заказывают такие в современном стиле, можно сказать. Например, вот такие браслетики, да, сережки, диадемы и эксклюзивные, можно сказать, да, интересные такие илинка бихер, не в традиционном таком плане, да, а что-то такое современное, можно сказать. Они долговечные, нужно просто уметь хранить. Они должны храниться в сухом месте, в мешочке обычно это делают, и тогда они прослужат, наверное, долго-долго. Узоры какие-то на украшениях, у них есть какое-то значение определенное? Значение есть, например, есть узоры, которые предназначены для успеха, для богатства, также как оберег, защита от злых духов, намерений. Есть некоторые покупатели, которые говорят, чтобы я, как бы, когда собирала украшения, как-то желала им счастья, да, вот такое вот даже бывает такое. И ты делаешь и желаешь им счастья. Да, конечно, когда я делаю украшения, я от всего сердца, потому что мне очень нравится это делать, и с радостью, конечно, с радостью все это делаю, потому что вся эта энергетика передается. У нас в преддверии ИСЭХа, да, вот как все готовятся к ИСЭХу Туймадам, и мы готовим нашу Айту. Вот что ты приготовила для нее? Я приготовила для нее илин кебихер, 7 рядов, и бастынга тоже в классическом, в традиционном варианте, потому что, мне кажется, ей больше подойдет, если она с халадаем, с таким, да, ей больше подойдет такой вариант. Вот, смотрите, какая Айта стала настоящая якутская красавица. Теперь она практически готова к ИСЭХу Туймадам. Итак, дело осталось за малым. Последний этап нашего преображения – это студия красоты Маки. Первым делом аппаратный маникюр с гелевым покрытием шеллак под цвет нашего платья халадай с переводным узором в якутском стиле от мастера ногтевого сервиса Сахаяны Портнягиной. Все должно быть безупречно. Опытный мастер-стилист Ивана Хлопков готов был поколдовать над Айтой, чтобы завершить наш образ якутской красавицы. Как ты себя чувствуешь, Айта? Волнуюсь. Волнуешься, да? Боишься преображения? А чего бы ты не хотела, чтобы мастер сделал? Ну, чтобы мне красили волосы или постригали их. На лысо? Да. А если тебе фиолетовый цвет покрасят? Нет, это... Нет?
Ну ладно. Хорошо, все будет нормально, не волнуйся. Хорошо. Вначале интересная прическа под названием «Щучий хвост», который придал изюминку и подчеркнул длину и красоту волос героини. Вторым этапом макияж в нежно-постельных тонах, и акцент мастер делает на глаза, чтобы подчеркнуть ореховый цвет глаз и придать сияние естественной красоте Айты. Нравится? Очень круто. Мне нравится. Даже очень. Не ожидала? Да. Думала, будут фиолетовые волосы? Да. Родители Айталины, Татьяна и Павел Пантелеевы, приехали на местность Усть-Хатын, чтобы увидеть свою дочь и узнать, как же она преобразилась в Кысеху Туймады. Ничего себе! Какая красавица моя! Тебя не узнать совсем. Надо же быть, я такой даже и не представляла. Айта у меня в семье единственная дочка. У нас в семье 5 мальчиков. Ага. Айта у меня сама девочка очень скромная, стеснительная. Она любит рисовать, занимается лоскутным шитьем. Она дипломант вот по этому лоскутному шитью. Я вообще такого преображения и не ожидала. Я все время, вот когда сюда ехала, я все время представляла ее как маленькой девочкой. Вот в фотографиях раньше вот видела. Ну, такого у меня вообще даже в мыслях, не могла представить. Надо ж. Ну, она как такая, повзрослела, взрослая стала, очень красивая стала. Не ожидала такого. Мне все понравилось. Все очень красиво, задумано. Как думаете, ей идет вот якутское платье, украшение? Очень, очень идет, ага. Очень идет. Очень красиво. Спасибо вам большое. То, что я увидел, я, конечно, потрясен вообще. Не ожидал. Мог так видеть, как это, да. Но тут я увидел такую красоту, да, и вообще благодарен всем, кто сделал эту красоту, всем участникам, не знаю, кто принимал участие в этом, во всем. Какая вообще, она стала? Какая, вообще принцесса. Она сама довольная, счастливая. Хотя ходила тоже уставшая постоянно, тоже, видать, не ожидала, что это в результате получится всего вот этого. Вот. И все, и даже брат ее младший не узнал, говорит, это не наша Айта, и все. Вот так же сказал, не наша Айта. А это ваша Айта. А это наша Айта, да. Как тебе сестра? Как Айта? Красиво. Ты ее не узнал? А что тебе понравилось? Нравилось? Такие браслеты, не браслеты, вот это... Якутские? Украшения якутские. Какая твоя сестра? Классная.
Итак, преображение Айты завершено. Родители в восторге, а сама героиня не скрывает радостных эмоций, что и требовалось доказать. За угловатой девочкой в потертых джинсах и футболке скрывалась настоящая якутская красавица, настоящая Айталина Ко. Sayıngi günler kemge Honu yürüdünen vıh götere Bu kuyaz çıktı tügenge Kınata külüm yürüdüre Min sanam ollak kurdu Sibek gitten sibek gige Keder mumuttu sahuy buttu Eygin perdür konustun Uyan beri gününüm yeğe Kanna bari kanlık sibek ige Minni gestik